В окружающем человека действительности существует огромное количество различных предметов, в том числе природных объектов, артефактов, которым характерны определенные признаки, качества, свойства. В объективном мире все время происходят какие-либо события, выполняются различные действия, ко всему человек выражает свое отношение, оценку, ко всему выражает свои желания, побуждает кого-то выполнять определенные действия и так далее. В речевой коммуникации важно указывать и на существование в мире различных объектов, их характеристику, всю многообразность мира, разносторонность отношений, познание мира и самого человека выражается в языке. Он является средством формирования и выражения мысли. Для обозначения всех речевых потребностей во всех языках имеются разнообразные возможности, прежде всего синтаксические. Исследователи подчеркивают, что логическая организация мысли регулярно выражается в определенных синтаксических структурах. Наиболее существенны три вида логических отношений, которым соответствуют три логико-грамматических типа предложений. Бытийные или экзистенциальные, предложения тождества или идентификации, предложения характеризации, имеющие ряд разновидностей в зависимости от значения предиката. Известно, что в речевой коммуникации имеется прежде всего необходимость в утверждении или отрицании существования некоторых предметов, событий, явлений, важных для человека, которые локализуются во Вселенной, в некотором фрагменте мира, определенной области действительности. С целью утверждения существования предметов в ком-языке, как и в других финно-угорских языках, получили развитие бытийные или экзистенциальные предложения, которые представляют собой один из наиболее употребительных логико-синтаксических типов предложений. Бытийными являются предложения, сообщающие о существовании предметов, явлений, событий в объективном мире, в определенном фрагменте мира. В таких предложениях важным является указание на пространство, область существования предмета бытия и экзистенциальный глагол. Они выражают пространственно-предметный аспект мира, и поэтому структура бытийного предложения состоит из локализатора, бытийного глагола и имени, называющего предмет бытия. Так как говорящему субъекту бывает известно место, пространство существования предмета, следовательно, в сообщении локализатор является темой, а новым является предмет бытия и экзистенциальный глагол. Существительное называет известный говорящему предмет, но неизвестный собеседнику или неопределенный предмет. В ком-языке бытийным является полнозначный глагол «вовны быть» в форме настоящего времени «им», есть в форме очевидного прошедшего претерита «были», был перфекта «вылыма» был, и в форме будущего «лоа-лоас» будет. Следует отметить, что его необходимо отличать от незнаменательного глагола связки составного именного сказуемого «лунас вели шонен» – «день был теплым», а также и от вспомогательного глагола «вели», участвующего в образовании форм третьего и четвертого прошедших времен «мегорта вели локта корпаны далисиес» – «я шел домой, когда встретил его». В отличие от них, бытийный глагол «вели» имеет полноценное значение существования предмета и в разных формах времени самостоятельно образует предикативную основу предложений. «Тая норис вылаз вели сук пожума вер». На этой возвышенности был густой сосновый бор. «Бара вели тулыс». Опять была весна. Для выражения значения экзистенциальности используются также и делексикализованные глаголы, которые легко можно заменить бытийным глаголом «вывны» – «быть». Из них наиболее употребительным является глагол «сулавны» – «стоять». «Не уджид мыльк вылы, сулавлис уджид да пашкыр пожем».
На небольшом холме когда-то была, буквально стояла, большая раскидистая сосна. Покчакар сулалис Чердын Чаньматын. Город Покча был, буквально стоял недалеко от Чердыни. Значение существования, бытия способны выражать и глаголы «пукавны сидеть», «ышавны висеть», «вылынин пукалис руч пьянщикт». На возвышенности было буквально сидело село Ручпиян. На отрицание существования предмета указывают отрицательные глаголы или отрицательная частица «абу» – «нет, нету». Следует отметить, что в таких конструкциях предмет, существование которого отрицается, остается в номинативе, в отличие, к примеру, от русского языка, в котором он принимает форму родительного падежа. «Час я цеки миян эзвовны». Часов тогда у нас не было. В структуре бытийных предложений, как уже было отмечено, обязательным компонентом являются локализаторы, обозначающие некоторое место существования предмета. Они являются темой высказывания и при прямом порядке слов располагаются на первом месте. По значению выделяются пространственные и личностные локализаторы. В качестве пространственных локализаторов выступают имена существительные в форме инесива или с послелогами и наречия, значения которых всегда уточняются, конкретизируются в контексте. А в роли личностных выступают субстантивные слова в форме генитива. Локализаторы способны обозначать область бытия, мир, Вселенную в целом. В таких предложениях сообщаются знания о мире, о самом человеке, закономерностях мира, процессах мирового развития, разнообразии мира, об их понимании человеком. Говорящий при этом использует универсальные знания, знания, полученные и усвоенные им в течение жизни, полученные из своего опыта. Локализаторами, указывающими на Вселенную в качестве бытия предмета, могут быть такие имена существительные в инесиве, как олемас в жизни, вырвас в природе, мувылас на свете на земном шаре, вольный светас на белом свете и так далее. Мувылын емеш, пачкыд море яс, океан яс, има степь яс да пустыня яс, джуджит гора яс да пропасть яс. На земном шаре есть широкие моря, океаны, есть степи и пустыни, высокие горы и пропасти. Свет влас бытча майозыс бурус и лёкыс. На белом свете всякие люди есть, хорошие и плохие. Наиболее распространенными являются предложения с пространственными локализаторами, указывающими на существование предметов в некотором фрагменте мира. В них исходным пунктом сообщения данным является указание на область бытования. В условиях конкретной речевой ситуации коммуниканту важно сообщить о наличии, существовании определенного предмета, лица, события в некотором пространстве, а затем подробно описать этот фрагмент мира. Помните, Макар пыль орден вели войпук. Помнит, у деда Макара были посиделки. Также может быть существительное с конкретным предметным значением. Ытарстенбока сулалисный нёль кырт крывать. Джот ширын вели пызан, джаджин книга газет, стены нажали скалой, горячо шинесен занавес яс. Возле одной стены было 4 железные кровати, посредине комнаты был стол, на полках книги и журналы, на стене висела одежда, на больших окнах занавески. Также могут быть и событийные имена, имеющие временную протяженность. Вежен Берти вели колхоз собрание. Через неделю было колхозное собрание. Известно, что в жизни человека важным является сам человек, его мир, его место в окружающей действительности, его психическое и физическое состояние, внешний вид, наличие некоторых предметов. Поэтому в устной и письменной речи широко используются предложения с личностными локализаторами, в которых областью бытия является личность человека,
В синтаксических конструкциях с таким локализатором утверждается наличие или отсутствие у некоторого лица определенного предмета, важного, необходимого для данной конкретной ситуации, для данного отрезка времени. Бур мы именам тот сезон длан вылома милицейской бедь. Хорошо, что у моего знакомого молодого человека был милицейский жезл, он остановил машину. Сек менам аслам пыжай эзнавыл. Тогда у меня своей лодки еще не было. В предложении с личностным локализатором выражают и внутренний мир человека, его состояние, переживания. Сыланем кучамкашог. У него есть какая-то печаль. Самый голос осикывьяса с валимой косечем гаштем тор. В самом голосе и словах было что-то очень печальное. В таких синтаксических конструкциях может утверждаться физическое свойство человека. Вынос сылан м. У него есть силы. Бытийные предложения с личностным локализатором констатируют и о существовании абстрактных понятий, неопределенных признаков. Аслес полослон быт пулан м. Своеобразие у каждого дерева есть. В таких конструкциях бытующим предметом возможны событийные имена, имеющие временную протяженность. Колем луна вишкунлен бара вели помощь. Вчера у Вишкуна опять была помощь. Распространенными являются бытийные предложения, в которых обозначается выделение лица, подкласса лиц из определенного класса. Тианчиктын М. Зелбур Нылбаба выралыш. В вашем селе есть одна очень хорошая женщина-охотник. В бытийных предложениях может утверждаться и внешний мир, внешний микромир человека. Они сообщают о существовании предметов во внешнем микромире человека, описывают одежду, внешность человека, указывают на наличие каких-либо предметов в его руке. Вера вылына не были анькач щера горд платья. На Вере сейчас было красное платье в горошек. Широко употребляются предложения, в которых позицию бытующего предмета занимают имена со значением времени, утверждающие существование периода времени. Особо важными они являются в описательных текстах. Бара вели тулыс. Куспели в йогуркирка, но не контора. В доме опять была весна. В доме Куспелева Егора сейчас контора. Войнин вели. Уже была ночь. Существование предмета, явления в реальной действительности бывает ограниченным во времени, поэтому в предложениях бытия для их обозначения приводятся темпоральные показатели, указывающие на время существования предмета или явления. Асы у нас ён чаром навыли. Утром еще был крепкий наст. Общее значение утверждения, бытия предмета речи, явлений и состояний имеют и односоставные номинативные предложения, в которых структурную схему образуют имена существительные в номинативе. Воч тулыс, ранняя весна, сои сия, вот и он. Такие предложения бывают только утвердительными. В нераспространенных синтаксических структурах утверждается лишь бытие предмета без указаний на его признак, а распространенные сообщают не только о существовании предмета в мире, определенной области мира, но и дается его признак качества. Определения сужают, конкретизируют значение бытующего предмета, являются актуальными для данной речевой ситуации, для формирования содержательной стороны предложения и для развития последующего текста в целом. В номинативных предложениях большую роль играет семантика существительных. В них могут быть представлены существительные, называющие природные, стихийные явления, действия, состояния, которые имеют временную протяженность, зер, дождь, лым, снег, или имена существительные с пространственным значением: керка, дом,
а также называющие предметы, которые размещаются в некотором пространстве. Пызан, стол, шкаф и так далее. В номинативных предложениях в качестве бытующего предмета часто реализуются существительные с темпоральным значением. В них называются явления, имеющие временную протяженность. Войшер, отседлины заводитис, полночь, зевать начал, ар, кочдадис, осень, похолодало. В предложениях, констатирующих об утверждении бытия, существования, может быть и указание на конкретный предмет и явление. Об этом указывают частицы со, вот, сои и другие. Со и щикца школа, культура кирка, вот и сельская школа, дом культуры. В номинативных предложениях, выражающих бытие предмета, может быть дана и оценка. Такие оценочно-бытийные конструкции содержат эмоционально-качественную или количественную характеристику предмета. Для таких предложений характерным является особая интонация, использование слов «кучам какой», «сечам какой», «но и», «ну и так далее. В них передаются модальные значения радости, восхищения, удивления, недоумения, негодования и так далее. А кырыс Сергей Иванович сулались пулын, кыскис да кыскис сынаться. А запах Сергей Иванович стоял под деревом и вдыхал воздух. В текстах номинативные предложения с доминирующим значением бытийности способны выполнять и композиционную функцию. Они начинают текст или его новую часть, новый раздел, называют предмет существования, а затем идет дальнейшее повествование. Затем идет раскрытие содержания текста. Декабрь тылыща кочедлун. Термашаман ежгилящик тыр, вошлала асламщик тлань. Холодный декабрьский день. Быстро, съежившись, иду к своему селу. Таким образом, значение бытийности в комязыке выражается двусоставными экзистенциальными предложениями и односоставными номинативными. Их семантика и организация, как и другие логико-семантические типы простых предложений комязыка, требуют дальнейшего исследования. Спасибо. Желаю всем успехов в работе конференции.